Добрый день, уважаемые коллеги. Прежде всего я хочу поблагодарить те стены, в которых я когда-то сидел и писал. Сначала конспекты, потом дипломы, потом что-то там по диссертациям. Я, в общем, завидую большинству здесь присутствующих, потому что вы-то наверняка будете на 200-летии. А я, если даже и доживу, то уже буду, скорее всего, в состоянии старческого маразма. Поэтому я признаюсь в любви к этой библиотеке сейчас, дабы не откладывать на еще 20 лет. Это во-первых. Во-вторых, я могу с гордостью сказать, что я здесь представляю тот вуз и тот факультет, который единственный в нашей республике, который дипломированных специалистов в области библиотечной информационной деятельности. Ну и, судя по вашим откликам, готовим не самым паршивым образом. Теперь, что касается выступления. Ну, книга, как известно, может рассматриваться с самых разных позиций. Свой взгляд на книгу есть и пошло перечисление у филологов, у историков, у библиотековедов, у библиографоведов, у философов. Перечень не полный, можете его продолжать еще очень долго. Но сравнительно недавно в Содружестве наук у нас появилась одна юная дева, которую зовут культурология. Дева эта настолько юна, что компьютерный словарь это слово еще воспринимает как неправильно написанное, все время меня подчеркивает и в качестве правильного варианта предлагает заменить слово культурология на слова культ урологии. Я не вношу изменения в словарь, потому что мне это очень нравится. Очень нравится отдавать себе отчет в том, что ты все-таки занимаешься чем-то новеньким, как бы ты этим ни занимался. Так вот, в контексте культурологических взглядов на книгу и на библиотеку несколько соображений. Момент первый. Ну, если я скажу, что книга и культура между собой неразрывно связаны, то это будет, наверное, одно из наитривиальнейших утверждений из всех, которые могли бы быть. Но, а что такое культура? Что с чем связано? Если мы будем смотреть на это с лавочки, на которой сидят бабушки в подъезде, на уровне обыденного сознания, культура – это хорошая манера поведения. И тогда как культура связана с книгой? Читаешь книжки – культурный человек. Не читаешь книжки – не культурный человек. Но здесь есть один нюанс. А какие ты книжки читаешь? Книжки-то бывают разные. И бывают книжки хорошие, а бывает, например, такая хорошая книжка, как «Майн кампф», а бывают еще всякие другие книжки, которые читают люди по своим реальным поступкам, вряд ли причисляемые нами к культурному миру. Есть позиция ведомственная, позиция Министерства культуры, когда мы к культуре традиционно относим все то, что связано с министерством. Выставки, ну, библиотеки, само собой, театры, концерты. Но если мы книгу будем трактовать в этом контексте, тогда у нас получится, что вроде как образование к книге отношения не имеет. Потому что у нас Министерство культуры отдельно, Министерство образования отдельно. И то, что происходит у нас сейчас в Министерстве образования, на мой взгляд, с точки зрения Министерства культуры, иначе как варварством называться не может. Я имею в виду, что критериальные показатели вузов на сегодняшний день требуют, чтобы в библиотеках были книги не старше 15 лет издания. И библиотеки в массовом порядке, поскольку они ограничены площадями вузов, те библиотеки в массовом порядке начинают избавляться от. И дальше идет обширный перечень тех книг, которые, с моей точки зрения, не могут не быть в вузовской библиотеке. Но вот я приведу вам один пример. Мне тут несколько дней назад потребовалось одну цитату, так сказать, проверить. Я пришел к нам в библиотеку нашего исторического факультета, или как он сейчас у нас помпезно называется, Институт исторического и правового образования. Попросил один из томов Маркса Энгельса, мне сказали, у нас нет. Я говорю, как нет? Ну, мы списали. Я говорю, ребята, объясните мне, как может на историческом факультете не быть ни одного тома Маркса Энгельса? Как можно после этого говорить об истории, о праве, как бы к ним не относиться, понимаете?
И это далеко не полный перечень. Так вот, если мы будем так ведомственно подходить, у нас будут получаться вот такие вот вещи. Я, кстати, жалею, что Забура Егоровна ушла. Я думаю, ей, как замруководителю комитета Госдумы, было бы не лишним узнать, какие вещи с книгами происходят в нашем вузе. Остается, правда, надеяться, что поскольку она сама в прошлом вузовский работник и доктор наук, что она об этом все-таки знает. Третий момент. Если мы будем от обыденных таких взглядов переходить к научной трактовке, то здесь вообще глаза разбегутся, потому что еще в середине 20 века и только в англоязычной литературе насчитывалось более 200 дефиниций культуры, еще более 100 попыток определить содержание этого понятия описательно. На сегодняшний день никто специально не вел, но если цифра и не перешла четырехзначно, то мощная трехзначная она является безусловно, потому что кроме англоязычной литературы писали о культуре и немцы, и испанцы, и в любезном отечестве нашем тоже немало по этому поводу написано. С одной стороны, в принципе, это должно удивлять, что же это за наука, которая до сих пор не разобралась со своим предметом. С другой стороны, если мы вспомним старшую сестру всех наук философию, там вообще нет двух мыслителей, которые бы совпадали хотя бы в одной точке зрения, однако это не лишает философии статуса науки. Но я сейчас не об этом. Вот в этой массе определений можно, в принципе, выделить три основных концептуальных подхода. Ну, с известным углублением, разумеется, но можно выделить три подхода. Первый из них, он достаточно широко распространенный, умные люди его исповедуют. Я не хочу говорить о том, что это ошибочная точка зрения, когда к культуре относят совокупность духовных достояний человека. Еще уже искусство и порой литература. Ну, тогда книга помещается нами сюда полностью, но фокус состоит в том, что в реальности духовное и материальное, мы с вами прекрасно понимаем, разделить-то может только абстрактно-теоретически. Книга есть результат духовной деятельности человека, но для того, чтобы она появилась, необходимо лесоповал, бумагоделательная промышленность, полиграфическое производство, химическое производство полиграфических красок и пальшнуров, переплет, вальцовка, обрезка, то есть все то, от чего пахнет машинным маслом, а не розами. Если мы заглянем, так сказать, в историю туда подальше, до появления книгопечатной, в принципе же ничего не изменится. Вместо лесоповала будут стада, вместо бумагоделательной промышленности дубильное производство пергаментов, суть не меняется. И мы с вами прекрасно понимаем, что разные этапы в истории книги, в отношении книги, в жизни книги с этой материальной составляющей связаны не меньше, чем с духовным содержанием. Второй момент. Аксиологическая концепция, трактующая культуру как совокупность материальных и духовных ценностей, накопленных человечеством. И тоже тогда понятно, как встроить в эту систему книгу и библиотеку, и все то, что с этим связано. Но меня лично в этом подходе не устраивает один нюанс. Понимаете, дело в чем? Ведь ценность – это ведь категория не объективная, это не характеристика объекта. Это характеристика отношения субъекта к объекту. Поэтому один и тот же объект для одного ценный, для другого не ценный. Есть библиофилы, которые над книгами, извините меня, как скупой рыцарь. И есть люди, которые книги используют для того, чтобы странички вырвать, а потом из них сделать кулечки и семечки продавать. Книга одна и та же, отношения разные. И если мы будем исходить из отношения к книге вот в этом контексте, ну, я боюсь, что мы тогда уйдем в область субъективных споров. А вот эта ценность, нет не ценность, нет ценность, нет не ценность. Описанный знаменитый спор Остапа Бендера с Цинзаном, да, не буду продолжать дальше. Поэтому мне лично ближе третья концепция культуры, концепция, которая рассматривает культуру как совокупность исторический процесс и результат исторической жизнедеятельности человека. И вот в этом процессе и результате исторической жизнедеятельности человека появляются самые разные проявления. Мы здесь можем говорить о субъектах, мы здесь можем говорить о функциях, мы здесь можем говорить еще об очень большом количестве элементов, которые, на мой взгляд, позволят немножко по-новому, не библиографически, не филологически и так далее,
немножко по-новому посмотреть и на бытие книги в обществе, и на бытие общества с книгой и без таковой. Вот эта попытка была осуществлена у нас на кафедре, в результате чего появилась вот такая вот книга, это не реклама, это информация, в результате чего появилась вот такая вот книжка, которая называется «Библия, культурология, теория и практика». У нее 3 автора, 2 из них здесь присутствуют, я с удовольствием представляю вам моего соавтора Римаса Емельянова, человека, который для обеспечения кадрами библиотечной структуры республики сделала больше, чем, наверное, любой другой у нас в университете. Ну, а что касается содержания этой книжки, может быть, мы несколько неправильно поставили вопрос, может быть, мы что-то там и чрезмерно обобщили, но, с другой стороны, иногда ведь правильная постановка вопроса значит больше, чем сразу найти правильный ответ. Спасибо за внимание.